Привет, привет. Маргош, привет. Я ненадолго. Не успела зайти домой, сегодня же суббота, пошла, думала, посижу, кофе попью спокойно, даже не заходила никуда, тут захожу домой, Facebook открываю, смотрю, беспредел. Не успела никуда ничего, естественно, не поддержать никого. Здрасте, всем привет, ребят. Не поддержать, хотя хотела побежать в офис к Болоту, но не успела. Я с Болотом знакома лично, и у нас очень хорошие, теплые отношения, дружеские, поэтому... Маргош, я думаю, надо уже что-то реально делать, в плане не просто сидеть и возмущаться в условиях соцсетей, да, то есть нужно уже реально какие-то действия предпринимать, потому что это, это вот первый такой звонок, да, для любого человека, который борется за свободу, за свои права, да, тем более, когда речь идет о прессе, тем более, когда речь идет о свободе слова, да, Болот в данном случае, он такая пресса, он занимается факт-чекингом, и понятно, что он будет в этом ковыряться. Но вот вопиющая просто сейчас ситуация с подкладыванием наркотиков этому человеку, я его лично знаю и прекрасно понимаю, что это замечательный человек, отличный семьянин, очень грамотный, образованный журналист, да, и... Хорошо, давай. И вот просто представить его в обществе людей, которые его хорошо знают и по соцсетям, и по его расследованиям. Он недавно буквально получил премию международную, да, именно за факт-чекинг расследования, да, и при этом сейчас ему подкинуть на наркотики, это же, реально, это же просто жесть жестянская. Пульхерия, привет. Баба Зина, я же говорю, я только зашла домой, сегодня суббота, пошла, сидела с подружками, кофе пила и пришла, в Facebook даже не заходила, смотрю, какая-то фигня происходит. Короче, точно что могу сказать, что насчет Болота 100% уверена и могу поручиться, что этот человек не способен на то, чтобы принуждать кого-то курить анашу. Но это, это, конечно, просто это какой-то сюр реально, да, это реально что-то такое, что в голове не укладывается, потому что ни один здравомыслящий человек в трезвом уме и доброй памяти не в состоянии Болота в этом обвинить, да. Это раз. Во-вторых, то, что сейчас происходит, это на самом деле не было более глупого способа, да, признаться, расписаться в правоте этого расследования, да, не было более глупого способа. И то, что они сделали, это, конечно, для думающих людей это показательно, для думающих людей это конкретное, четкое заявление. Да, я вот это сделал, 37 миллиардов сомов украл, все, я в этом расписываюсь. Потому что вот этот арест, это прям роспись, подчеркнул он и расписался. Поэтому, я не знаю, это на самом деле очень-очень необдуманный, глупый поступок сейчас со стороны властей, потому что для любого здравомыслящего человека это вот просто к гадалке не ходи, это роспись, да. И поэтому нужно здесь вот сейчас очень хорошо понимать, что Болот натолкнулся на очень-очень горячую тему, и он коснулся очень больных вопросов, потому что это очень сильно кое-кого задело, поэтому в данном случае мы Болота должны поддержать. Я лично буду его поддерживать, где какие-то митинги будут, если что-то нужно выходить, я пойду и выйду, буду поддерживать, потому что я Болота, еще раз повторю, знаю лично, и даже если бы не знала, судя по той деятельности, которую он ведет, я ему верю, да. И поэтому, как и за любого человека, которого несправедливо в чем-то обвиняют, я, естественно, пойду. Я посмотрела, как его сейчас выступление, где он дает короткое интервью, рассказывая, что произошло. Я вижу у него в глазах страх, да. Я вижу в его глазах вот это вот
ощущение немножко сейчас потерянности. Болот очень смелый мужчина, очень смелый журналист. Но сейчас, естественно, как и любому человеку, ему очень, ну, как бы в такой ситуации оказаться, это действительно страшно. Поэтому, еще раз говорю, да, наша задача сейчас каждого человека, который реально понимает, что мы живем в стране, где сегодня пытаются убить правду, убить свободу слова, пытаются убить демократию, да, нам нужно бороться с этим. То есть мы не должны оставаться в стороне. И сейчас не время думать о позитивном, о котиках и солнышке, ребят. Сейчас нужно действительно сплотиться и показать, насколько мы сильное гражданское общество. Еще раз повторяю, только мы вместе, совместными усилиями можем сейчас помешать вот этим жутким событиям. Потому что то, что будет происходить с Болотом, не дай бог, в учреждениях, куда его сейчас забрали, да, это страшно. Мы знаем, какими методами они действуют. Поэтому, пожалуйста, мы должны все очень оперативно сейчас реагировать, поэтому я прошу, наверное, вот, ну, первый раз, да, каждого, да, давайте, каждый сейчас в соцсети должен высказать свое «нет» очень четко, постом, я не знаю, фотографией, но желательно так, чтобы это было что-то общее, да, там, мы, Болот Темиров, да. То, что я сейчас фотографию закинула, можете ее копировать и выставлять каждый буквально, мы должны сделать сейчас просто бум, да, то есть это должно быть сейчас в таком формате, в таком объеме, чтобы у них не осталось шансов и возможности что-то с ним сделать. Болото надо спасать сейчас. Почему? Потому что человек реально рисковал очень многим, выпуская это расследование. Это нужно понимать. И это в первую очередь делалось для нас, поэтому мы не можем остаться в стороне. Вы знаете, вот эта вот наша манера у людей, если честно, меня бесит. То, что мы сидим в соцсетях и говорим, да, мы вот поддержим это, но когда дело доходит до чего-то, когда реально нужно что-то делать, у каждого есть свой домик, и каждый вспоминает про свою жопу, про то, что они работают где-то в госструктурах и так далее. Слушайте, такими темпами никогда в жизни вы ничего не измените, мы никогда не двинемся дальше, если мы будем сидеть и бояться. Давайте хотя бы сейчас поддержим, да? Хватит постить котиков, хватит говорить, давайте о позитивном. Сейчас нет позитивного ничего. Сейчас арестовали замечательного журналиста, который занимается офигительной деятельностью, который офигительные расследования делает, который, извините меня, сделал прекрасное расследование про Матраимова, который сделал прекрасное расследование сейчас про нынешнего руководителя ГКНБ, который рулит практически всей страной. Эти вещи мы не можем сейчас оставить и промолчать. Сейчас каждый из нас должен высказать свое «нет», потому что только вместе мы можем противостоять этому. Вы понимаете, они всегда боялись и будут бояться только толпу. И наша задача сейчас это поддержать его толпой. Не просто по одному, там, по два или только какие-то активисты, которых много, слава богу, да. Но это должны быть все. Все неравнодушные, здравомыслящие люди, которые понимают, что сегодня они взяли Болото, завтра они придут за вами. Завтра они придут за любым, кто будет высказывать против. Даже если вы будете сидеть в норке и бояться, что-нибудь с вами произойдет, вы не сможете ничего противопоставить. Поэтому для того, чтобы иметь возможность говорить то, на что вы имеете право, вы должны сегодня бороться за Болото. Поэтому я говорю, это дело чести, дело совести сейчас отстоять замечательного человека и журналиста Болота Темирова. Да? Я поэтому еще раз говорю, мы каждый в силу своих возможностей. Я не знаю, какие-то ребята организовывают какие-то протесты или что. Я, если честно, не в курсе. Я говорю, я только зашла на Facebook и увидела первую новость, и я была в шоке. Да? Я пока въехала в то, что происходит, я, если честно, немножко в такой прострации, поэтому и поздно вышла, собственно, в эфир. Да? Поэтому сейчас нужно понимать, что время работает вот против нас, да, и нам нужно экстренно сегодня
начинать активно действовать. Я не знаю, там может быть Баштан-Башта что-то начнут, да, может быть еще какие-то, ну, гражданские организации, да, будут собираться. Если что-то будет, я обязательно дам знать. Если какую-то информацию услышу, я обязательно поделюсь ею. Но вот на сегодняшний момент что мы можем сделать? Хотя бы вот таким скафом в соцсетях. Давайте просто устроим реально вой в соцсетях. Как мы вытаскивали музыканты из Казахстана, точно так же мы должны сейчас сплотиться и вытащить болото, потому что это невозможно. Ребята собрались возле ГУВД. Ну хорошо, если надо мне узнать, кто там, что там, и может быть я уже тоже проеду туда. Ну, в общем, короче, нужно что-то делать, ребята. Я просто, на самом деле призываю всех сейчас просто поддержать человека, журналиста замечательного, который делает правильные и нужные вещи. Ну, мы должны это наша обязанность. Мы не можем остаться в стороне. Просто по той простой причине, что если не добрые, хорошие люди, соотечественники, сограждане будут друг другу помогать, тогда непонятно, как вообще жить в таком обществе. Джанабаев там уже? Ну, хорошо. Вот, так что давайте что-то делать хотя бы на уровне соцсетей. И если какая-то там будет активность, то давайте все поддержим эту активность. Но то, что они сейчас делают, это, конечно, просто вынос мозга, да, это просто на самом деле такая несусветная чушь. Это, знаете, даже политикой не назовешь. Ну, то есть политика это тогда, когда есть какая-то стратегия, есть подход, есть мозги. Ну, в смысле, есть правильное, грамотное выстраивание каких-то своих шагов, да. В данном случае это абсолютно какой-то, это просто, знаете, это как базар, просто базар. Это такой вот, причем дешманский, колхозновастый такой, знаете, такой вот прям вот такое базарище, да. Вот сейчас у меня опять кто-нибудь обидится на слово колхоз, да, я не это имею в виду, не само село, а смысл, да, что это вот, ну вот какое-то такое что-то вот, вы знаете, уровень государственного управления и уровень базара, оно само по себе говорит, да, поэтому вот то, что мы сейчас видим, это реально, я такого никогда не видела, правда, я вот этого не видела, и то, что я сейчас наблюдаю, это яркий пример того, как нельзя выстраивать вообще политическую карьеру на любом государстве, да. Да, я уже поняла, что возле ГУВД ребят собирают. Ну, то есть это просто на самом деле, да, то есть, это реально, если честно, да, это прям просто смешно. И мне стыдно от того, что я тоже в этом в этом участвую, да, во всем, да. Быть частью вот сейчас общества и страны, государства, в котором вот такая власть, которая вот таким образом просто себя, я говорю, мне просто очень стыдно. Да. Куда мы катимся? Хороший вопрос. На самом деле вопрос в том, что прикатились уже. Правда, прикатились. И вопрос, насколько у людей хватит терпения, да? Потому что есть определенная точка кипения у любого, да, народа. У Казахстана это немножко дольше времени заняло, да. У нас немножко поменьше времени занимает. И вот другой вопрос, когда наступит вот этот вот предел, когда оно перельется, чаша терпения, да. Поэтому куда мы катимся, я так думаю, что всем очевидно. Всем очевидно, поэтому ай, вот эти вот шакалы, зэки бывшие, да, вот эти вот, кого они наняли в качестве троллей, вот этих мырков, я просто не...
А вы видели, да, что сейчас происходит? Вот эти вот мырки, тролли везде сейчас активизировались и сидят, там я видела у Бекешева, да, там под постом столько этого, да, я видела там у журналистов, да, где сколько их повылазило. Вы можете представить уровень воровства, если они оплачивают всех вот этих вот эту страшную огромную ферму троллей, да, представляете? Это страшная штука, да, на самом деле. Во-первых, с этими людьми невозможно разговаривать, они же не люди, это же бездушная серая гнилая масса, поэтому, сколько же денег украдено, что им хватает платить, да? Вот, поэтому я еще раз говорю, чтобы не отвлекаться на троллей и фейков, да, наша задача сейчас просто реально поддержать болото, потому что мы по-другому не можем. Мы не можем поступить по-другому. Нам, гражданскому, любому сейчас, активному, неактивному обществу нужно объединяться и спасать человека. Потому что это все, это какая-то черная комедия, где болот в главной роли, да, и на самом деле вот эта подстава, это, конечно, это просто жесть жестянская. Нет, надо что-то делать, надо с этим бороться. Угу. Боишься? Ну, правда. Но видите, что самое прикольное, то, что действительно люди боятся. Ну, как бы требовать от людей требовать сейчас, чтобы вы не бойтесь, идите, это ответственность, да, и мало кто может сказать, там, не бойтесь, люди, да, нет, люди просто должны этот страх либо реально перебороть самостоятельно и сказать, нет, с меня хватит просто, да, мне реально надоело то, что я живу в условиях постоянного цейтнота, да, и вот этот момент, он должен настать у людей самостоятельно, на них никто не может влиять. Я не знаю, как ему не навредить, я знаю, что единственное, что мы сейчас можем делать, это возмущаться. Пускай в соцсетях хотя бы. Понятно, что не все мы можем там ходить на митинги или участвовать, потому что очень многие за границей, те, кто там, да, поддерживают более или менее адекватное общество, да, здравомыслящее. Но, тем не менее, у нас есть замечательный ресурс соцсети, у нас есть замечательный ресурс, я не знаю, пресса, да, которая всегда на стороне, кстати, гражданского общества. Поэтому нам нужно в этом направлении двигаться. Для тех, кто не может там поддерживать там, физически, да, если не присутствует. Я говорю, если там ребята собираются, то я постараюсь, конечно, к ним вырваться. Вот, о чем мы речь. Здесь вот Аида Джапарова, я с вами 100% согласна. Почему? Потому что, с одной стороны, да, это плохо, потому что у болота действительно сейчас состояние, я представляю, что он испытывает. Да? Не дай бог никому через такое проходить. Но с другой стороны, есть такой замечательный факт, то, что каждый вот такой шаг, каждый вот такой вот неправильный мув с их стороны, да, это все ведет к определенному итогу, да, обычно, который у нас и происходит в стране. Поэтому, как бы каждое движение сейчас вот направленное против гражданского общества, оно как раз-таки приведет к тому, что это гражданское общество начнет просто истерить. Поэтому нужно понимать, что здесь действительно палка о двух концах. С одной стороны хреново, с другой стороны понятно, что это еще одна искра, которая, опять же, да, в общем котле она может сыграть свою роль. Поэтому тоже здесь, всякие варианты исхода событий возможны. Аленочка, вы знаете, я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не уверена, что на самом деле так происходит. Я не у
повсеместно, не уверена, что это повсеместно. Я понимаю, что со стороны, наверное, правильное слово прогрессивное, как вот Нургуль правильно написала, да, прогрессивная часть общества, да, она уже, ну, как бы она уже, да, она уже созрела. Она созрела к вот этим вот каким-то там глобальным изменениям. А что касается, наверное, части общества, которая у нас, большая часть, кстати, общества, наивная, доверчивая, очень дружелюбная и вообще, по сути, миролюбивая, наверное, нет. Наверное, у них еще нет этого. Потому что в любом случае их это пока сильно не касается. Мы это чувствуем и видим. Почему? Потому что мы живем в столице, ребят. А столица, она всегда, это всегда определенный круг общения, это всегда определенные новости последние, да, мы кулуарные разговоры слышим, мы живем совершенно другой жизнью. Поэтому, ну вот, хорошо, завтра, да, в 11. Да, очень много тех, но на самом деле их не так много, Чолпон, и очень много троллей и фейков, которые проплачены, это я вот, 100% поняла, потому что вот среди реального населения, да, это не так много людей. Очень много в соцсетях, в интернете троллей, фейков, которые прям целенаправленно работают в этом направлении. Поэтому здесь судить вот это по количеству их в соцсетях, это смысла нет. Поэтому вот это я чмошника можно заблокирую, пожалуйста, который какую-то хрень пишет. Да, абсолютно правильно. То есть я еще раз говорю, действительно есть, ну, как бы две стороны у медали всегда, да. С одной стороны, да, сейчас мы болото должны вытаскивать, с другой стороны, понятно, что это еще один повод народу задуматься, да. Что и будет происходить. Это нормально. Ну, то есть, как бы, это так оно и будет. К этому все идет. Поэтому, а куда это выльется, это уже неизвестно. Ну, люди же не идиоты, правильно? Да, может организовать антимитинг, выйдут какие-нибудь спортики, какие-нибудь бандиты и будут камнями закидывать людей. Ну, такое уже было и неоднократно. Поэтому эта схема уже настолько известна, и, если честно, грустно, что они не придумывают ничего нового, по сути, да. Вот это вот подстава с наркотой, это вообще, конечно, жесть просто. Уму непостижимо. Но классно тоже. С другой стороны, то, что это показатель уровня, да, ну, как бы для всех, кто понимает, это реальный, очень четкий, яркий индикатор. Вот, поэтому, знаете, самое, что хотелось сказать, да, всем людям, которые живут в Кыргызстане, очень надоело жить в постоянном напряжении. Нет, на самом деле я про них не говорю, Нургуль. Я имею в виду, что вот они уже не молятся там. То есть у них показатель уровня жизни это не президент и власть. Для них показатель уровня жизни наличие масла на столе и хлеба. Ну, то есть люди, как только на себе начинают что-то испытывать и чувствовать, вот тогда у них начинается начинается ощущение, что что-то не то происходит. И это в любом случае происходит, и оно будет, и это неизбежно, да, потому что ситуация, вы видите, какая. Вот. Я про что говорила? Я говорила совершенно про другое, про то, что всем страшно, и всем осточертело то, что происходит в Кыргызстане из раза в раз. Но знаете, что самое удивительное? То, что, наверное, только таким путем, только путем проб и ошибок, путем постоянного накала, да, можно добиться каких-то реально ощутимых изменений. Невозможно жить все время в условиях
похвальбы и в условиях розовых очков и говорить: я ничего не вижу, все хорошо. Подняли цены на бензин еще на 4 сом, ну и ладно, ну перебьемся, ну ничего, возьмем себе малолитражку, да. Ну там подорожало мясо еще на 200 сомов, да, ну и бог с ним, перейдем на вегетарианскую кухню, да. То есть в этом тоже невозможно вечно находиться. Всегда есть, еще раз повторю, всегда есть две стороны у любой медали. Можно жить в условиях иллюзорного, прекрасного мира, замечательного мира, где все хорошо, и ты просто не обращаешь внимания на все, что происходит, да. Как многие говорят, я далека от политики, да, ну окей. Либо ты, есть другая сторона, когда ты постоянно вот в этом вертишься, да, ты постоянно пытаешься с чем-то бороться, ты постоянно пытаешься указать на какие-то ошибки и сказать: слушайте, ребята, давайте бороться за свою свободу, эй, камон, вы чё, давайте дружнее, да. И это тоже надоедает. Ты понимаешь, что когда идите все нахер, мне что это одно и надо. Да, то есть есть вот эти вот две составляющие части одной большой борьбы. И если вот самое интересное, то что если ее не прекращать, то так недалеко превратится просто в безмолвное, блеющее овечье стадо. Но это правда. Это правда. Люди, любая независимость, любая демократия строилась путем вот таких вот процессов реформаций, процессов борьбы, процессов отстаивания своих интересов. А эта борьба может быть разная. В условиях нынешнего положения, тогда, когда у нас есть виртуальный мир, мы можем это делать виртуально. В условиях, там, когда это не работает, для этого есть улица, для этого у нас есть Конституция, которая нам позволяет высказывать свое негодование и высказывать свои мысли, да, на этот счет. Поэтому, еще раз говорю, самое страшное вот в таких условиях — это страх. Это страх того, что ты... лучше я не буду нарываться, потому что это меня может коснуться. Но вы знаете, самое ужасное что? То, что коснуться это и коснется это в любом случае. И если сейчас промолчать, то завтра уже некому будет, и никто и не пойдет никого спасать. Никто за кого вступаться не будет, потому что всем будет страшно. И поэтому нужно бороться тогда, когда вот происходят вот такие вещи. Нужно высказывать свое, это законное право, высказывать свое слово и свое «нет» тогда, когда это очень нужно. Поэтому, наверное, все-таки нам действительно нужно сейчас, как гражданскому обществу, как народу, как нации, нам нужно сейчас сплотиться и, наверное, все-таки набраться смелости, да, по крайней мере, когда мы едины, мы непобедимы, да, как «El pueblo unido jamás será vencido», да, то есть это девиз Испании, да, в свое время был. Поэтому еще раз повторю, испанцев или басков, по-моему, испанцев. Я имею в виду, что иногда нужно выходить из зоны комфорта. Иногда нужно покидать теплое место насиженного, такого уютного, да. Нужно выходить за эти рамки и идти туда, где страшно. Потому что если вы хотите что-то счастливое в будущем, то нужно здесь и сейчас этого добиваться. Потом будет поздно. Вот так. Да. Ведущий аскетический образ жизни. Вот вы знаете, Замир, мы когда-то давно говорили, что у нас должен быть президент-сирота, разведенный или вдовец, бездетный, не имеющий родственников. Теперь у нас еще добавилось, да, аскетический образ жизни и такой
наверное, больше ведущий такой образ отшельника. Да? Ну, то есть это на самом деле это неправильно. Правильно, чтобы человек был хоть какой, хоть с семьей, хоть без семьи, но чтобы он был патриотом, чтобы он любил родину свою, чтобы он понимал, что это родина, и она его вскормила, она его взрастила, она дала ему все. И ты не имеешь права вот таким образом обращаться с народом, который живет на твоей родине. Это основополагающая, наверное, составляющая любого грамотного политика, наверное, который претендует на должность президента республики. Человек, который любит свою родину. Это основное условие для любого кандидата в президенты. Человек, который любит свою родину. И пускай у него будет 80 тысяч братьев, да, 200 тысяч жен и 500 тысяч жилеток дорогих от Баленсиаги, да, но он должен любить родину. И если этой любви нет, если нет преданности, если нет патриотизма, то это однозначно будет понятно, чем все это закончится. Поэтому, если говорить про то, какой президент нужен, то там, наверное, основной пунктик это вот это. Что еще хочу сказать для тех, кто только присоединился. Прошу поддержать Болота. Я его знаю лично. Еще раз хочу сказать, что Болот не способен на то, чтобы кого-то заставлять курить анашу. Правда. Потому что это такой человек, он замечательный журналист, потрясающий вообще сам по себе как человек, очень всегда толерантный, всегда очень тактичный, он никогда не переходит на личности. Несмотря на его собственные политические взгляды, он всегда пытается понять оппонента, да, и это очень важно для человека, который занимается журналистскими расследованиями, в целом журналистикой. Поэтому мы сейчас должны ему помочь. Всем, чем можем, как можем, постами, видео, ну, всем, чем можно, мы должны ему помочь. Я поэтому своих друзей, по крайней мере, да, я прошу как раз-таки вот в этом сейчас подсобить замечательному Болоту, потому что, еще раз повторюсь, завтра каждый из нас может оказаться в этой ситуации. Очень важно сейчас не позволить случиться страшному. Это наша обязанность. Да, ну, видите, здесь самое обидное то, что люди на самом деле уровень образования, ребят. Вот этот скандал с этими дипломами, да, то, что там с этим поддельным дипломом, то, что там ее лишили Орозаим, да, мандата, это вот все я наблюдала, да, все это. И у меня такие мысли. Проблема-то не в Орозаим, проблема-то не конкретно в человеке, который покупает диплом. Проблема в том, что они продаются. Вот в этом, наверное, и заключается ключевой беспредел, который только может быть. Возможность купить диплом об образовании, это уму непостижимо. Я еще понимаю специальности, где, ну я не знаю, а есть такие, ну хорошо, может быть экономист, еще там можешь где-то что-то подсчитать, можешь где-то что-то там на калькуляторе посчитать, да. Ну, возможно, юрист, ты можешь какие-то точно тебе необходимые законы выучить и все, да. Но когда речь идет о медицине, о педагогике, например, там, я не знаю, психология, да, о точных каких-то науках. Как можно вот в этом направлении покупать дипломы? Ну, правда. Вы представляете, вы приходите к врачу, который не знает, как вас лечить. И такой, окей, Google, ну-ка давай, у нас пациент с такими-то симптомами. Вы, ну, в смысле... Страна, где дипломы продаются, и причем продаются в открытом доступе, должна задуматься о том, что же с ней не так. И проблема не в людях, которые покупают, потому что если есть предложение, всегда найдется спрос. И найдутся люди, которые захотят его купить, потому что так легче.
Ну, правда, лучше я деньги здесь и сейчас отдам, а сама быстренько там где-то что-то подучу. Поэтому, наверное, все-таки меня больше в данном случае волнует вопрос того, что у нас это возможно купить этот диплом, а не то, что они покупают его. Салем. Нургуль, вы знаете, про земли, недра, вот это же все люди же должны это понимать, и тоже же должны же каким-то образом с этим тоже бороться. Но, видите, опять же говорю, страх того, что тебя уволят, страх того, что там твоих родных где-то кто-то застращает, да, и либо что за тобой придут или где-нибудь твой трупешник найдут, да, то есть это страх. Это страх, и с этим надо что-то делать. С этим нужно бороться. У нас другого выхода нет. Вот, так что, ребят, еще раз, да, давайте поддержим Булота, все, кто увидит этот эфир, присоединяйтесь, давайте поддержим. Потому что мы не можем его бросить в беде, и это не по-человечески. Человека абсолютно честного, который делает правильное дело, нужно поддерживать. Вот. И все, что можно будет сделать, давайте все от нас зависящее сделаем. Всех люблю, всех целую, всех спокойной ночи. Говорю, в шоке от того, что буквально там 5 часов не заходила в Facebook, и вот такая фигня, и новости у нас вообще, конечно. Тортик вкусный был, да, вкусный. Вот, так что всем спасибо, всех люблю, всем хороших выходных, завтра еще воскресенье. Может быть, завтра еще в эфир выйду, увидимся, посмотрим по результатам. Или, возможно, я буду на митинге, оттуда сделаю прямой эфир, чтобы мои друзья видели. Все в режиме онлайн. Все, всем спокойной ночи.